Здравствуйте, в студии медиацентра 15-й регион Людмила Колиева. Сегодня у нас в гостях директор Северо-Остинского медицинского колледжа Таймураз Ривазов. Таймураз Дмитриевич, добрый вечер. Добрый вечер. Если говорить об итогах, с какими результатами вы встретили День медицинского работника? Если сказать коротко, замечательными. А замечательными в чем? Потому что тот период времени, в течение 2,5 года, которая была интенсивная работа по профилактике, диагностике и лечению вирусной инфекции, это благодаря нашим медицинским работникам. Вот поэтому я говорю, благодаря их работе, это как подведение очередного итога именно в День медицинского работника. Поэтому я говорю, очень хорошо. Ведь если даже представить, вот по статистике, в мире умерло от COVID-19 более 1 миллиона человек. И огромное количество практически на всех территориях. К сожалению, и в числе тех, которые не стало вследствие этой опасной болезни, были и жители Северной Осетии. Но благодаря нашему медицинскому сообществу, врачам, фельдшерам, медсестрам, санитарочкам и всем работникам, которые поддерживали эту инфраструктуру, смертность была значительно меньше. Вот это, я считаю, самый главный итог нашей совместной работы. Накануне праздника вам присвоено звание академика МОНЭП. Расскажите, какие чувства переполняли вас, когда вы об этом узнали? Чувство только одно – чувство гордости. Это Международная академия науки, экологии и безопасности жизнедеятельности. Слово «безопасность и жизнедеятельности» – это то, о чем мы с вами сегодня говорим, наверное, и думаем постоянно об этом. Когда мы говорим, прежде всего, о человеке, и каждый о себе думает, и он себе желает только одного – здоровья, так же, как своими близким. Это искреннее слово «здоровье». Но мало кто знает, что в состоянии здоровья человека вот медицина и организация здравоохранения они составляют не более 20-25%, а все остальное, около 40%, это состояние экологии, нашей окружающей среды, это то качественное питание, которое мы употребляем, это сбалансированность белков, жиров и углеводов, и, конечно же, генная наследственность. Поэтому вот эти направления о сохранении всей, начиная прежде всего окружающей среды, атмосферного воздуха, и то, что включается огромное понятие слова «экология», вот это самый локомотив и вектор направления, о котором мы с вами говорим. Безопасность жизнедеятельности. Таймураз Дмитриевич, все ваши достижения – это результат кропотливого труда, научного и организаторского таланта. Как вам это удается? Внутренняя дисциплина и самодисциплина. И задача поставлена, цель, ради которой мы живем. Поэтому я не случайно выбрал эту замечательную нашу профессию – лечение людей. И, видимо, как итог, это то, о чем мы с вами сегодня говорим. Вот. Одна из любимых поговорок, у каждого бывает по-своему. Каждый говорит о своей профессии, это абсолютно правильно. Строители о своих достижениях. У нас очень много замечательных отраслей. Но я считаю, те люди, опять-таки возвращаясь вот к медицинским работникам, я считаю, что люди, которые посвятили себя этому направлению, они выбрали абсолютно правильный путь. Потому что в нашей профессии ошибок не прощается. Но в то же время специалист, он формируется, пройдя через свои ошибки. И это вот, характерно нашим врачам и практически, собственно, и медицинским работникам, всем остальным. Я не люблю слово «средний медицинский работник», но представить нашу медицину без фельдшеров, санитарок, медицинских и других специальностей было бы, конечно, очень тяжело. И вот как закономерный итог, то, о чем мы с вами говорили в начале нашей передачи, вот, победа, пусть она хоть была небольшая, но она нам показала вектор правильного направления по профилактике вирусной инфекции в том числе. Сейчас у вас жаркая пора. Стартовала приемная кампания в медицинский колледж. Много ли у вас желающих? Я прогнозирую, что будет очень много желающих. Вот в прошлом году на базе 9 классов у нас был большой конкурс. Кстати говоря, приемная комиссия начала работать с 20 числа, каждый день, включая в субботу, с 9 до 16:00. И вот опять-таки, возвращаясь к самому началу, престиж медицинской профессии становится все выше и выше. Мне это радует. Потому что
кому первый раз обращаемся, когда нам становится плохо? Вызываем знакомого. И среди своих знакомых хорошего специалиста, хорошего врача, медицинскую сестру. Но сегодня такая ситуация, что, и что меня очень радует, те, которые к нам идут, идут осознанно. Потому что в предыдущие годы мы практически стараемся со всеми выяснить, по какой причине они идут. И я вам скажу так, где-то 20% в перспективе хотели стать, идут из-за того, чтобы получить диплом и стать косметологами. Замечательная профессия, согласен. Но к сегодняшнему дню, вот эта приемная комиссия, я все-таки ожидаю, что пойдут по призыву своей души. И хочу вам еще что отметить, вот по сравнению с приемной комиссией прошлого года. Очень много пошло ребят, те, чьи родители являются медицинскими работниками, особенно у которых мама является медицинской сестрой. И я знаю, если она идет по пути своей мамы, из нее будет очень великолепный, профессионально подготовленный и работоспособный медицинский работник. Меня это радует. Как вы думаете, какими качествами должен обладать молодой человек, который решил связать свою судьбу с медициной? Прежде всего, чувство милосердия и доброты, и степенью ответственности к выбранной профессии. Потому что она требует совершенствования каждый день. Учиться в том числе на своих ошибках. Поэтому вот эти качества я очень ценю. Приверженность нашей профессии. И, как правило, с нашей профессии очень редко уходят. Единицы, я знаю, которые ушли. Это итог, то, о чем мы с вами говорим. Ваш совет молодым людям, которые только планируют связать свою жизнь с медициной? Опять-таки, мы все время будем говорить о тех 2,5 лет, о которых мы говорили. Посмотреть и хоть несколько дней побыть в медицинском учреждении, посмотреть, какой колоссальный ответственный труд. Потому что вот на примере своих студентов я скажу, что вот, выпускники и предвыпускники медицинского колледжа 2,5 года, когда началась вот эта пандемия, более 240 выпускников нашего колледжа, они работали во всех горячих красных зонах, во всех лечебных учреждениях. Активно приняли участие, это я знаю, подключились на тот период все практически, и ваши студенты не исключение. Да, 240 человек работали и санитарами, и уборщиками территории, и волонтерами. И вы знаете, из них 200, из 240, 54 человека поступило 2 года тому назад в медицинскую академию. Это была заслуга Вячеслава Зелимхановича Битарова, за что ему большое спасибо. Я скажу так, Вячеслав Зелимханович, через 4 года те выпускники, которые по вашей рекомендации поступили в медакадемию и сегодня являются студентами 2-го курса, через 4 года они станут великолепными врачами. Это я вам обещаю и гарантирую. Я не хочу возвращаться к этому периоду, к некоторым коллегам, которые были действительно такие единичные случаи, которые отказались. Но вот эта организация работы, я должен эту работу, которую колоссальную работал, как и Минздрав, надо давать всегда должное тому, что есть, как органы исполнительной власти на первых этапах. Любому врачу, лечащему врачу, когда он знает, что исполнитель в лице фельдшера, медицинской сестры, санитара будет подготовлен, и он на них рассчитывает, вот это закономерный этап, который мы получили. Благодаря этому были спасены не десятки, а сотни жизней. Не просто спасены, но реабилитированы. И сейчас они находятся среди нас в абсолютном здравии. Чего я им желаю. Хороший врач должен учиться всю жизнь. Это так? Мне бы не хотелось говорить только о врачах. Да? Мы говорим о нас, о медицинском сообществе. И вот последние несколько лет, которые мы говорим об этапе первичной аккредитации, специализированной аккредитации, она как раз это и предполагает. Постоянное обучение, то, что мы имеем. Поэтому, опять-таки, возвращаясь к нашей работе медицинского колледжа, у нас создан великолепный центр по аккредитации, где с постоянной периодичностью проходит обучение наши медицинские сотрудники, медработники. Постоянно, круглогодично. И это очень важно. Потому что особенность их работы заключается в том, что те новые введения по тому же самому COVID-19, когда периодически обновляются различные предложения по диагностике и лечению, им бывает зачастую в силу основной работы времени практически нет. Вот эта аккредитация им позволяет вот эти знания систематизировать и грамотно подходить к лечебному процессу. Учиться. Какие особые качества и навыки нужно человеку, чтобы успешно работать в этой профессии? Доброта, милосердие и желание помочь человеку.
как это и прописано. Помоги ближнему, как самому себе. Вот это самое главное качество. И мы свидетелями того, то, о чем мы с вами все время сейчас вот говорим, да, о продолжительности жизни, о состоянии здоровья. Ведь когда посмотреть, к сожалению, вот у нас в здравоохранении почему-то, да, говорю, к сожалению, не принято, вот как в других направлениях бывает, книга отзывов, да, хотя она есть, да, но если бы это была как обязательная документация, да, я вам скажу так, столько было бы написано, столько в честь и здоровье наших медицинских работников. Это очень важно. То есть здесь, как нигде, важную роль играет профессиональная подготовка. Ваш колледж выпускает специалистов, а помогаете ли вы им в трудоустройстве? Спасибо за вопрос. Очень интересный вопрос. 3 года тому назад в медицинском колледже создали Центр по трудоустройству. Возглавляет Людмила Германовна Дударова, мой заместитель по практической работе. И мы отслеживаем практически каждого нашего выпускника. 68-72% наших студентов, выпустившиеся уже, имеющие диплом и сертификат специалиста, они трудоустроены. И хочу отметить, что у нас есть заключен договор о намерении с медицинскими службами МВД, ФСБ, погрануправлением, ФСБ. И сегодня наши выпускники, ребята-фельдшера, практически все на 100% трудоустроены. И хочу сразу же сказать, что 8 наших ребят, выпускников, они сегодня при выполнении спецоперации. Мы ими гордимся, но сегодня, как никогда, медицинская профессия, и в частности вот для ребят, именно лечебное фельдшерское направление, оно очень востребовано. И я этому рад. 3 года тому назад в медицинском колледже училось около 22 ребят. Сегодня 214. 2,5 батальона будущих военных фельдшеров. И что еще здесь очень важно, и вот накануне Дня медицинского работника, вчера, когда показывали по телевидению Центральный военный госпиталь, вот показывают раненых ребят, и приезжают представители, награждают их. Посмотрите, каких у них молодые, светлые ребята. И среди них тоже есть военные медики. Среди них военные фельдшера есть. Да. Дай Бог им здоровья. Но благодаря их работе из 10 раненых 8-9 возвращаются опять в строй. Вот о чем мы говорим. Результат качественной работы и подготовки. А для того, чтобы это делать на поле боя, надо все время практиковаться. Образовательный процесс. Несколько лет тому назад президент Российской Федерации поставил задачу об оказании качественной первичной медико-санитарной помощи, как первый этап. Так для того, чтобы это делать, надо в образовательных учреждениях наш предмет и наши предметы преподавать качественно. Оказание качественной преподавательской деятельности, как курс молодого бойца. И в этом отношении мы тоже работаем. У нас создано несколько симуляционных центров, где не только наши выпускники, но начиная с первого курса, они уже овладевают практически всеми медицинскими навыками. В том числе, которые поступили на базе 9 классов и которые первый год проходят обучение по тем же дисциплинам, что в средних образовательных учреждениях, но интерес большой. Так что двигаемся вперед. Я этому очень рад. В работе врача немалую роль выполняет медицинская сестра. Особенно очевидно это стало во время пандемии. Я, по-моему, на все ваши вопросы всегда отвечал так. Роль медицинской сестры. Но я еще готов повториться, еще раз повториться. Поэтому о роли медицинской сестры, фельдшера, санитарки мы еще часто забываем о тех сотрудниках лечебных учреждений, которые создают условия, о наши водители, да, о наши, которые пьют кислород, которые круглые сутки дежурят и работают. Мы зачастую о них не забываем. Не надо. Вот они нам создают те условия, которые как эффект и результат. Это выход с лечебного учреждения практически здоровым. Таймураз Дмитриевич, на ваш взгляд, есть ли необходимость продолжения вакцинации среди населения? Спасибо за очень важный и актуальный вопрос. Скажу коротко на своем примере. Значит, опять-таки на примере медицинского колледжа. Штатное расписание у нас сотрудников основного состава 128 человек. Это профессорско-преподавательский состав. Мы одни из первых начали вакцинироваться. И, кстати, хочу сказать, что на нашей базе, на базе нашего медпункта мы создали центр вакцинации. Все наши сотрудники
6 месяцев тому назад были вакцинированы. Сегодня я могу сказать, что все 100% ревакцинированы. И более того, студенты старше 18 лет, из 1860 наших студентов, 69% они вакцинированы. Вакцинированы они сами, и к нам в центр вакцинации приводят своих родителей и зачастую дедушек и бабушек. Я этому очень рад. Насчет вакцинации у меня мнение однозначно. Надо вакцинироваться. Потому что омикрон, он сейчас притаился. Он набирается сил, он перепрограммировался, он переформатизировался, он мутировался, но он никуда не исчез. И он опять будет наступать. Это то же самое война, страшная война. Поэтому первое, что мы должны говорить об этом, и задать себе вопрос, а я вакцинирован или нет. Вакцинироваться надо обязательно, потому что те вакцины, которые мы пользуемся в Российской Федерации и более чем в 78 странах, наша вакцина и наша школа, советская школа вакцинации, и постсоветского периода лучшая в мире. От полиомиелита мир спасли советские вакцины, от оспы советские вакцины, от ковида-19 российские советские вакцины. Поэтому однозначно, мое мнение непоколебимо, нужно вакцинироваться. Однозначно, потому что по-другому нельзя. Особенность, то, что сейчас ученые прогнозируют, омикрон, у него есть такая особенность, что он убегает от антител, убегает, боится их. Поэтому все зависит от степени защищенности нашего, какой у тебя иммунитет. Иммунитета не может быть, если ты не вакцинирован. Сейчас летний период, июнь, август, сентябрь, надо сейчас уже озадачиться, поставить себе целью, что в ближайшее время повакцинироваться. Вот опять-таки мы говорили о приемной комиссии, да? Вот у нас приемная комиссия записывает фамилию, имя, отчество, но они приходят, как правило, с родителями. И знаете, у меня отдельная графа, я попросил членов приемной комиссии спрашивать у родителей, как правильно и маму, а вы вакцинировались? К сожалению, большая часть не вакцинирована. И мы здесь же, в приемной комиссии, проводим необходимую эту работу. Обязательно вакцинироваться. Я благодарю вас за то, что вы пришли к нам в студию, нашли время. До новых встреч. Я благодарю за предоставленное слово, потому что вот великий Пирогов Николай Иванович, один из ведущих хирургов еще той Крымской войны, он сказал, что будущее медицины – это медицина профилактическая. Вот если почитать экономически, то, что сейчас занимаются наши медицинские учреждения, они выполняют колоссальную работу. Их ругают. Они как вот корабль, прямо выбранный курс, во главе с главным врачом идут правильным для того, чтобы проводить профилактику. Но мы сталкиваемся с болезнью. А основа организации здравоохранения, она зиждется на чем? Вопросы, прежде всего, профилактики, потом вопросы диагностики, лечения и реабилитации. Мы сталкиваемся с третьим затратным механизмом лечения. А для того, чтобы этого не было, надо делать профилактическое направление. И не только вопросов профилактики, но здорового образа жизни в том числе. И особенно вот этот непростой период, даже период допандемический, ведь вирус откуда привозили? С побережья. У меня у самого есть случаи, те, которые мои близкие, родные, друзья приезжали с того же самого Черного, но неважно с какого побережья, через 7 дней появилась температура. И когда мне говорят, а что делать, у меня всегда и остается вопрос, а вы на побережье были? Да. Тем более сейчас. Какая необходимость сейчас ездить куда-то? У нас великолепная территория красивая, Северная Осетия, Алания. Великолепная вода, хочу сразу сказать, да? И у меня золотое правило. Лечиться, отдыхать, реабилитироваться надо там, где ты родился. И тогда все будет правильно. И то, что сейчас говорит о туризме, понятие кэшбэк, сразу басканом кадарта фашарант. Давай, коммашевут, и он баулов, мазабахе хазармашев заштут, и узан хош. Спасение у нас у каждого в своих личных руках. Спасибо за приглашение. И двигаемся дальше. С высоты более 3000 метров, где скованное холодом время течет медленно. Сквозь толщу гор каждая капля воды Твау
несет частичку первозданной чистоты. Тпау — чистота.